Добрый вечер. В эфире новости на телеканале «Осетия и Руштон». В студии Валерия Кузаева. И в начале выпуска коротко о главном. Качественное выполнение государственных программ, заключение контрактов на будущий год. Глава республики Сергей Миняйло провел совещание с правительством. Какие еще темы на повестке, расскажем через минуту. Мы хотим собрать от ребят идеи, предложения по мероприятиям, по проектам. И эти идеи вместе с ребятами реализовывать. Более 400 участников из разных регионов и 10 тематических направлений. Во Владикавказе стартовал масштабный молодежный форум. Подробности через несколько минут. Сделать спектакль современным не в смысле решений, а в смысле духа. Современный, яркий и смелый. Совсем скоро Северо-Осетинский государственный академический театр представит зрителю спектакль «Демон». Когда состоится премьера? По снижению уровня неформальной занятости и легализации трудовых отношений обсудили в полпредстве президента по СКФО. В режиме видеоконференции в совещании принял участие глава республики Сергей Миняйло. Полпред Юрий Чайка подчеркнул, что для Северного Кавказа эта тема крайне актуальна. Но без системного и комплексного подхода работа всех заинтересованных ведомств будет неэффективной. Участники заседания рассмотрели также вопросы, связанные с ситуацией на рынках труда субъектов СКФО. Отметили положительную динамику роста самозанятых. За год их количество выросло почти в 3 раза. Юрий Чайка отметил, такого рода целенаправленная работа может стать альтернативным направлением по улучшению ситуации на рынке труда. Подводя итоги, полпред обратил внимание, что работа комиссии должна быть нацелена на единый результат – защиту социальных и трудовых прав граждан. Сергей Миняйло провел оперативное совещание с членами правительства Северной Осетии. Особое внимание уделили исполнению перечня поручений президента, выполнению государственных программ, работе с федеральными органами исполнительной власти. Обращаясь к кабинету министров, Сергей Миняйло напомнил о персональной ответственности. По итогам года будет дана оценка деятельности каждого на своем месте. И подчеркнул, необходимо по максимуму заключить все контракты на будущий год. В случае неудовлетворительных показателей будут приниматься кадровые решения. Иравский район стал лучшим в рейтинге муниципалитетов по итогам прошлого года. Премьер Борис Джанаев провел заседание комиссии по проведению рейтинговой оценки деятельности органов местного самоуправления. Оценивали по 32 показателям, которые разделили на 3 блока: экономика, социальная сфера, общественно-политическая деятельность. В тройку лидеров вошли Иравский район 145,7 балла, Кировский район 144,2 балла и Алагирский район 135,2 балла. По условиям конкурса победители получат денежные вознаграждения. Первое место – 10 миллионов рублей, второе место – 5 миллионов, третье место – 3 миллиона. Эти средства районы смогут потратить на развитие местной инфраструктуры. Борис Джанаев поздравил районы с победой и призвал другие муниципалитеты подтянуть свои результаты. Результат налицо, и мы видим те показатели, которые вы сегодня озвучили по всем районам, в частности с городом Владикавказом вместе. То есть это показатели деятельности на местах, и видим, что есть и результаты достижения. Это 3: Иравский район, Кировский район, Алагирский район, которые сегодня, получается, у нас лидирующие районы. И хотел бы отметить, что эту деятельность нужно и дальше продолжать, больше работать на местах. Осетия стала ближе. Туристические маршруты от нашей республики внесли в Федеральный реестр национальных туристических маршрутов. Он направил на знакомство с историей и наследием осетин, а также формирование бренда региона. За 4 дня гости республики смогут познакомиться с достопримечательностями, природой и национальным колоритом. Одно из ключевых оснований включения маршрута в реестр – решение комиссии, которое ожидается в следующем году.
для нас это знаковое событие в силу того, что не только имиджевое значение имеет включение нашего туристского маршрута в федеральный реестр, но также и практическое значение, так как включение и наличие у нас в республике национального турмаршрута позволяет нам привлекать денежные средства на развитие инфраструктуры туристской по пути следования по этому турмаршруту. В Следственном управлении Следственного комитета по Северной Осетии создадут горячую линию для участников спецоперации, мобилизованных и их семей. Такое поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В федеральном ведомстве уже работает горячая линия. Сотрудники оперативно проконсультируют и окажут содействие в решении возникших проблем и вопросов, в том числе при получении медпомощи, положенных выплат и других мер соцподдержки. Это позволит обеспечить им всестороннюю правовую защиту. Учитывая социальную значимость вопроса, работа горячей линии находится на контроле председателя Следственного комитета. Академический русский театр переведет больше 100 тысяч рублей на помощь участникам специальной военной операции. Это совместная инициатива труппы и министра культуры Северной Осетии Эдуарда Галазова, отметил художественный руководитель Владимир Уваров. Все средства собрали от продажи билетов на спектакль «А зори здесь тихие». Совсем скоро финансовую помощь отправят военнослужащим на Донбассе. Такую поддержку окажут все учреждения под ведомством Минкульта Республики, сообщили в пресс-службе. Помощь солдатам в зоне проведения спецоперации представит и ансамбль «Алан». Мы знаем, что там воюют два наших батальона Осетия, Алания. Мы знаем, что там наши ребятки, которые многие сегодня в чем-то нуждаются, да хотя бы в элементарном внимании, хотя бы в том, что они будут знать. Тут дело даже не в суммах, хотя сумма нормальная. Сбор от спектакля – это нормально, это не последнее будет наше перечисление. Ребята будут знать, что о них думают, о них помнят, их не забывают. Вот это гораздо важнее. Благодаря нацпроекту здравоохранения в Северной Осетии продолжаются выезды передвижных медицинских комплексов в районы. ФАПы, флюорографы и маммографы. С их помощью более 18 тысяч жителей Северной Осетии уже прошли обследование непосредственно в своем населенном пункте. Передвижной ФАП работает и в Алагирском районе. Детали узнавала моя коллега Тамила Кцоева. 96 сатурация, пульс 84. Аза Тотьева – коренная жительница селения Нар. Сейчас там проживает всего 13 человек. В свои годы она сама успевает решать домашние хлопоты и старается следить за здоровьем. Говорит, без больницы в высокогорье тяжело. Нам надо все равно. Давление то бывает, то не бывает, то трудно нам. Без медсестрой. График работы ФАПа уже составлен. Врачи Мизурской амбулатории приезжают в самые отдаленные села Алагирского района ежедневно. С пациентами уже лично знакомы и хорошо знают о состоянии здоровья каждого. Ну, остальное делаем то, что положено. Это сбор анализ крови. Специалисты, конечно, идет функциональная диагностика. Это аппарат ЭКГ обязательно обследуется. Люди очень довольны. Во время пандемии работа ФАПа приостановилась, но сейчас врачи вернулись в прежний режим. Передвижные поликлиники помогают своевременно оказывать медицинскую помощь всем нуждающимся. Недавно у нас такое же проходило на равнинных селах, но там принимал участие передвижной медицинский центр, который сейчас находится в республике, работает по всем районам. Ну, конечно, у них такой нету доступности, как у нас, потому что у них был очень большой автомобиль, который бы не смог доехать вот до этих отдаленных пунктов населенных. И вот мы своими силами это решаем, и, я думаю, успешно. Свою эффективность за 3 года передвижные ФАПы успешно доказали. Медпомощь сегодня стала доступна там, где ждать ее приходилось часами. Тамила Кцоева, Диана Кабалотин, Новости Осетии. Во Владикавказе стартовал молодежный образовательный форум. 3 дня и 10 направлений, начиная от предпринимательства, заканчивая спортом и культурой. Его главная цель – позволить ребятам из разных сфер встретиться на одной площадке, обсудить проблемы, обменяться знаниями и навыками. Такой форум в республике проходит впервые. Участниками стали более 400 человек из разных регионов. Подробности узнавала моя коллега Анна Голобаева.
раскрыть свой потенциал и пообщаться с ведущими экспертами самых разных сфер. Это действительно уникальная возможность для начинающих специалистов, более 400 молодых людей из разных регионов России. Образовательный форум такого масштаба в республике проходит впервые. Мы хотим собрать от ребят идеи, предложения по мероприятиям, по проектам. И эти идеи вместе с ребятами реализовывать на уровне администрации Владикавказа. Если качественные и будут предложения, то мы хотим их включать в муниципальную программу развития молодежной политики, физкультуры и спорта. На одной образовательной площадке сразу 10 актуальных направлений. Среди них молодежное предпринимательство, социальное проектирование, СМИ и медиа, культура и многое другое. После торжественной части ребят распределяют по тематическим секциям. Первый день лекционный. Специалисты делятся богатым опытом, отвечают на вопросы молодых людей и дискутируют. Меня зацепило форум технологии добра. Я планирую узнать много нового, знакомства будут какие-нибудь удачные и продвигаться в этой сфере. Завтра студентов ждут выездные совещания, мастер-классы и экскурсии. Каждый из них сможет увидеть закулисье интересующей сферы. Форум может стать ориентиром в выборе будущей профессии. По направлению молодежи культура у нас те ребята, которые будут заниматься в этой секции, завтра пойдут в Остинский театр. Руководитель театра их пригласил к себе посмотреть, как работает театр изнутри. Не на спектакль, а за кулисье посмотреть. Те, которые по направлению молодежи и СМИ, их руководитель Иристон ТВ пригласил к себе, завтра они идут туда. И вот так по всем направлениям. Мероприятие продлится 3 дня. В завершении форума отличившихся участников наградят памятными призами. Организаторами выступили Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Владикавказа. Анна Голобаева, Заур Кодзаев, Новости Осетии. 42 субъекта России получат субсидии на развитие молодежной политики. Росмолодежь разработала и запустила программу в регионах. В этом году на конкурс «Регион для молодых» заявился 51 субъект. Оценивала инициативу экспертная комиссия. Представители органов власти и бизнеса, руководители некоммерческих организаций, креативных проектов и агентств, специалисты по связям с общественностью и топ-менеджеры медиасреды. В конкурсе любой регион мог представить и защитить разработанные программы комплексного развития молодежной политики. Акцентировали внимание на нескольких факторах: состояние молодежной политики в регионах, комплексный подход и развитие экосистемы, кадров и разнообразие форматов для молодежи. В особенности отмечали наличие отдельных ведомств, вклад и заинтересованность региона в сфере молодежной политики. 15 миллиардов рублей выделили из федерального бюджета на ближайшие 2 года. Северная Осетия получит более 100 миллионов. В течение следующего года регионам нужно качественно реализовать выигранные средства и вывести молодежную политику на новый уровень. В зале Союза художников состоялось торжественное открытие персональной выставки Ферганы Наврузовой. Представлены более 50 работ, собранных с 2012 года. Картины написаны маслом. Особое место в творчестве автора занимает портрет. Через женские образы художница постаралась передать душевное состояние. Помимо деятелей искусств республики, мероприятие посетили и студенты художественного училища. Выставка продлится до 30 ноября. Я считаю, что такие выставки важны, потому что человек получает какой-то опыт и в духовном плане, и может это как-то реализовать и на своем опыте, на своих картинах. Наш женский мир, он очень тонкий, его можно по-разному трактовать, по-разному описывать. И можно просто цветом, можно формой выдавать. В общем, как-то это мое близкое, материнство, все такое женское. В этом сезоне Северо-Осетинский государственный академический театр имени Тхапсаева приготовил для зрителей много ярких премьер. Продолжается масштабная работа над спектаклем «Король Лир», а уже на днях зритель увидит «Демона» по поэме Михаила Лермонтова. Постановка обещает удивить смелыми решениями и современным подходом. Сейчас идут последние репетиции. На одной из них побывала и наша съемочная группа.
Последние прогоны самые важные, на них отрабатывают детали. Каждый поворот головы, каждая интонация. Все внимание сцене и новаторским решением режиссера. Текст лишь часть творческого посыла. Его эффектно дополняют талантливая игра актеров, невероятная харизма героев. Важно не просто сыграть, а прожить судьбу своего персонажа. Совсем скоро зритель увидит демона на сцене Северо-Осетинского академического театра. Здесь уже говори. Артисты передают известный литературный сюжет с помощью пластики, эмоций, музыки. Загадочная поэма Лермонтова, в основе которой лежит красивая восточная легенда о том, как печальный демон полюбил княжну. Здесь вся гамма чувств и переживаний, борьба света и тьмы за человеческую душу, вечные вопросы о любви и вере. Роль красавицы Тамары исполняет актриса Амина Акацева. Режиссер спектакля Роман Габрия. Сделать что-то современное, отвечающее вызовам сегодняшнего дня, при этом отразить всю глубину трагедии демона Тамары. Такую задачу поставил перед собой театр и так гармонично воплотил на сцене режиссер. Он всегда острее чувствует пульс времени, в котором мы живем, развиваемся, любим. Поэтому время действия – наши дни. Создатели говорят, это важно для того, чтобы сделать романтический смысл поэмы максимально доступным для сегодняшнего зрителя и молодежи. Театр – это очень близкая мне фактура театральная, поэзия вообще в целом. И перенос поэзию на язык театра – это очень интересный всегда процесс, потому что это не пьеса, а что-то иное. Себя определил, что форма спектакля – это некий ритуальный акт изгнания из Тамары, этого демона, чтобы очиститься и прийти к какой-то душевной тишине. Настраиваю артистов на то, чтобы почувствовать сегодняшний день. Сделать спектакль современным не в смысле решений, а в смысле духа. То есть почувствовать, что происходит сейчас на улице, в мире, в жизни. Яркие акценты, декорации и концентрация на свете и звуке. Каждый элемент отражает общий посыл спектакля. А смелые музыкальные решения не оставят зрителя равнодушным. Красными нитями проходит через всю постановку тот самый дух осетинской культуры. Роль падшего ангела, который отчаянно хочет любить, исполняет Ацама Скочиев. Актер признается, эту роль прочувствовал до мелочей. Мне было важно ответить на вопрос, почему из 3 миллиардов женщин на планете он выбирает именно Тамару и смиряется с решением небесной канцелярии. Он остается внутри белым, но вопреки своему желанию он одет в костюмы черных сил, но он с этим не согласен. Уже совсем скоро состоится премьера. Зритель сможет увидеть постановку 28 и 29 октября, а также 19 ноября. И вместе с актерами окунуться в мир красивой, но печальной истории. Валерия Кузаева, Алан Суанов. Новости Осетии. Это были все новости к этому часу. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.